ВК-инвесторы, я Марианна Минскер. Здравствуйте. Тема этой программы – расширяющаяся формация. Расширяющаяся формация – довольно редкая модель, которая, если и возникает, то, как правило, в преддверии перелома основной восходящей тенденции на вершине рынка. Она напоминает расширяющийся треугольник с тремя последовательно возрастающими верхними и двумя опускающимися нижними экстремумами. Расширение ценовой колебаний сопровождается постепенным увеличением торговой активности. Такая формация завершается при пересечении уровня второго спада, которое следует после достижения рынком третьего пика. Размах колебаний внутри расширяющегося треугольника увеличивается, потому что на рынке или в мире происходят серьезные события, исход которых крайне важен, а последствия будут нешуточными. Такая ситуация возможна накануне или во время мировых кризисов, таких как, например, ввод американских войск в Ирак. Формально внутри любого треугольника должно быть не менее 5 волн, но если внешние факторы вдруг стали определенными, то количество волн может быть и меньшим, например, 4 или 3. Однако что будет, если ожидаемые события завершились, а определенность с их последствиями так и не наступила? Не могут же колебания расширяться до бесконечности. В подобной ситуации мексиканские страсти на рынке, вероятно, начнут стихать, а вместе с ними успокоятся и котировки. Размах колебаний начнет сокращаться вместе с объемом торгов, и треугольник, расширяющийся плавно, перейдет в треугольник сужающийся. В итоге на рынке появится фигура, которую называют бриллиантом или алмазом, за внешнее сходство с этими драгоценными камнями. При пробое границ бриллианта цена, как правило, вертикально двигается вверх или вниз, достигая вершины или основания. Цель движения – высота алмаза, отложенная из точки пробоя в соответствующую сторону. При анализе треугольников необходимо также учитывать временной таймфрейм. Чем он больше, тем выше прогностичность фигуры. Обычно наиболее прогностичными являются треугольники на дневных графиках. И все же следует помнить, что реализация ни одной модели не дает стопроцентного торгового результата. Наш эксперт Андрей Сапунов, портфельный менеджер инвестиционной компании «Финам». Андрей, а как вы понимаете фигуру треугольник? Все модели треугольников образовывались внутри сходящихся линий тренда. А расширяющаяся формация, почти такая же, как и расширяющийся треугольник, выстраивается наоборот. На модели, приведенной на рисунке, линии тренда расходятся, образуя модель, напоминающую расширяющийся треугольник. Показатели объема в условиях формирования такой конфигурации также отличаются. В треугольных моделях других типов по мере уменьшения размаха ценовых колебаний объем сокращается. При появлении расширяющейся формации все происходит наоборот. Объем увеличивается вместе с увеличением размаха колебаний цен. Это свидетельствует о том, что рынок становится неконтролируемым. Действие трейдеров подчиняется скорее эмоциям, чем здравому смыслу. Таким образом, расширяющийся треугольник обычно является медвежьей моделью. В чем особенности образования расширяющейся формации? Вот на примере представлен наиболее распространенный вид такой модели. На нем показаны 3 последовательно повышающихся пика, точки 1, 3 и 5, и 2 спада, точки 2 и 4. Причем второй находится ниже первого. Модель завершается и поступает сигнал в начале основной нисходящей тенденции, когда движение цен от третьего пика пересекает уровень второго спада, точка 6. Для сведения к минимуму ложных сигналов при подобных пересечениях используются различные фильтры. После поступления медвежьего сигнала, завершающего данную модель вершины, может наблюдаться возвратный ход цен вверх, составляющий до 50% от предыдущего отрезка падения цены, после чего возобновляется снова медвежья тенденция. Хотя, как правило, третий пик расположен выше первых двух, иногда он останавливается на уровне второго или чуть-чуть не достигает его. Это заблаговременно дает аналитику дополнительный сигнал о слабости рынка, а модель начинает напоминать модель голова и плечи со снижающейся линией шеи. Андрей, подведите краткое резюме о семействе треугольников. Обратите внимание на рисунок. На нем изображены практически все возможные виды треугольников. Первый из них, он же самый распространенный, симметричный. Симметричный треугольник складывается из 2 сходящихся линий тренда, где верхняя линия опускается, а нижняя поднимается. Вертикальная линия слева, определяющая высоту модели, называется основанием. Точка пересечения 2 линий справа называется вершиной. По вполне понятным причинам симметричный треугольник также называют спиралью. Далее, восходящий треугольник имеет горизонтально расположенную верхнюю и восходящую нижнюю линию. Нисходящий треугольник, наоборот, имеет горизонтально расположенную нижнюю и нисходящую верхнюю линию.
Фигуры технического анализа, которые попадают под определение «расширяющаяся формация», довольно часто встречаются на рынке. Их положительные стороны – легкость обнаружения на графике и высокая прогностичность в дальнейшем поведении рынка. Но следует помнить, что ни одна фигура не дает стопроцентного результата. Поэтому трейдер всегда должен быть готов к различным вариантам развития событий. С вами была Марианна Минскер, спонсоры показа ЗАО «Финам» и ООО «Компания БКС», входящая в финансовую группу БКС. Удачных вам инвестиций и до встречи!